Так, всем привет. Ну вот и добрались до этапа следующего. Сворачиваем. Якутия там. Ну как-то тут знаками обделили, не знаю. Тут написано на Тынду поворот и все. Раньше как-то были, по-моему, знаки тут все. Сколько до Магадана, сколько до Якутска. А сейчас просто типа до Тынды 162 километра. Короче, ехали, у нас темпы упали. Ну, мне с утра позвонили, ну, кому я везу груз, говорит, не спеши, все во льду, короче. Паром ходит за 150 тысяч переправа сейчас. Ну, короче, по льду там какой-то один хитрый паром, наверное, имеет техническую возможность преодолевать. Короче, ледоход не прошел еще. Ну, я, получается, пока на заправке. Ну, я километров 200 до этого поворота. По местному в обед проснулся, в общем. До ночи ехал на заправке, в очереди простоял. У них сначала была пересменка, потом завис компьютер. Плюс очередь. Отлично провел время, в общем. А ночью пили, вот до границы доехал. Там, получается, как раз ну, по машине узнали. Там парень был, Олег с Кирова, он там на Владивосток попер. С ним пару часов ехали по рации, общались. Тебе, Олег, привет, если что, персональный. А потом он на Могоче остановился, я дальше поехал. И там тоже за нами он ехал. Слушал, что мы по рации разговариваем, тоже нас смотрел в интернете. Ну, Макса, я так понял. Арман тоже зовут, по-моему, с Оренбурга. Он Оренбургская область, Солилецка, да. Тебе тоже привет, если что. Тоже по рации пообщались, но по рации хоть разговариваешь, как бы не так это скучно ехать. То там пустая дорога, никого нет. Ну, в общем, с пацанами перетерли все вопросы. Ну и все, я до границы добежал и вырубился спать. Забыл даже табуретку поставить на отдых эту. Ну и все, повернули мы, короче. Трасса раньше называлась Невер, Нижний Бестях, 1157 километров протяженностью. И до нее в ту сторону не было дороги, и в ту сторону не было дороги. Она была чисто сюда. Тут даже когда Нерингри строилось, все снабжение отсюда в Невер гоняли все. Все привозили отсюда, пока железку не дотянули. Батя мой тут работал, да, ходори мочили на МАЗе. Приехал тогда в 77 году сюда. Ну и вперед. Сказали, жить негде пока, потом дадим комнату. И в МАЗе. МАЗ 504 тогда, говорит, только появились, первый раз тут увидел. А мой батя перед этим как бы на Камском автозаводе ну, КамАЗ где строили его, он работал, а потом уже сюда уезжал, как бы был в отделе главного конструктора, водителем-испытателем. Ну, говорит, зарплата такая, все время там какие-то полигонные испытания, все время в Дмитровграде там на полигоне гоняли. Такой подход вначале был правильный, все там инженеры разбирали, там все что-то там рационализаторские предложения там какие-то вносили, все это на бумаге так и осталось, потому что партия сказала там 100-500 тысяч машин там к какому-то часу, и некогда было все эти новшества туда вставлять. Ну и вот сюда приехал работать. Потом уже маманя приехала. Ну, она строитель, как бы, и все востребованная специальность, в общем. Ну, так и остались тут, да. Ну, в общем, так, дорога, конечно, раньше была тут как козья тропа. Ну, прогресс есть, в общем, асфальт потихонечку все больше и больше его. В общем, ездить можно, по идее. Ну, летом уж так точно, а зимой, ну, как бы свои нюансы. Тут асфальт, не асфальт. Когда минус 50 все-таки уже, ну, на неподготовленных машинах так от фонаря уже лучше не ездить. Можно встрять. Все, в общем. Финишная прямая, в общем, повернули до
скоростях 1148 уже осталось. 47, 9 километров проехал. Ну, скоро дорога закончится. Включусь там, как, короче, дорога закончится. Все тут нормально. Асфальт, все вперед. По коням. Так, ну что, вон красивые виды. Спускаемся тут, ну, возле Соловьевска. А вот это сзади там едет. Ну, я не заснял парней. Они остановились, мне там сигналили по дороге. Смотрю, стоят. Остановился с Орды. Тоже на Якутск. Вдвоем. Чухают. Артем. По-моему, да. Если не ошибаюсь. Вот так. Привет вам, короче, большой. Сзади. Рации, наверное, нету, ничего. У них им дали какую-то машину подменную. Он говорит, у них такая же 6х2 Scania. И у него что-то случилось там. Вот сейчас у них горняк хреновый, а я их буду держать. Я говорю, едьте лучше вперед. У меня-то горняк хороший. Так, а тут какой-то сиськодром. Впереди со знаками. Я вот так вот, наверное, объеду это все дело. Что там прямо... Ой, ай, ой, ай, ой, ай, ой. Нормально. Что-то поулетало, короче. А, телефон улетел. Ну, в общем, вот такая дорога. Тут расслабляться нельзя. Так можно и расцепиться тут на ходу. Такие подбросы. А, ну да, я помню, они так и были тут. Получается, сейчас будет это Стелла, где трасса Лена там написано. Возле нее прямо так потряхивало. — 800 метров, наверное, вот это она и есть, да. Да, вот эти прыгуны, конечно, не знаю даже, какой стиль вождения надо. Но там машина тоже так активно, не со спуска раскатишься. Прям сильно, ну, тормозить как бы не вариант. В общем, такие дела. Сложности свои тут. Вроде асфальт, все. Кати и радуйся, но можно прикатиться. Это я так 75 где-то ехал. Ну, у меня фотка есть отсюда. Вот она, Росавтодор, Невер, Якутск. Они, наверное, вот сейчас останавливаются. Ну да. Там. На этой стеле. Не, поехал дальше. Ну, в общем, катим дальше, не знаю. Информации пока никакой. Он 22 километра проехал, в общем. Вот это вот парней встретил. Короче, вам еще раз привет, в общем. Так, и выяснил по этой фиолетовой, кстати, кусты, которые фиолетовым цветут, это 100% не багульник. Я не знаю, короче, что это такое. Если бы знал, что это такое, я бы сказал вам, что это такое. Короче, если вы знаете, что это такое, то пишите в комментариях. Короче, кустики какие-то фиолетовыми цветочками цветут. Все, дальше будем Соловьев снимать. Давайте, удачи. Так, что-то я припозднился, спускался слишком сосредоточенно. Там еще, получается, под Платоном полоса перекрыта, это делают дорожники, разметку. Это Соловьевск. Местные тут прииски золотые. Еще с царских времен, короче. Золото добывали. Ну, так вот все тут уже позеленело, все стало красиво. Что-то я тут рычу просто на всю Ивановск. Пацаны с Орды без использования горняка меня догнали. Что тормозить, наверное, устали там. Ну, там спуск такой нормальный к Соловьевску. Ну, в общем, вот Соловьевск. Якутск 1117. Вот водовозка в Уркан уехала. Катим дальше, сейчас начнется супер развлечение местное. Ну, это еще Амурская область у нас. Это
строительства дороги, будем ехать по стройке. Ну, по крайней мере, в прошлый раз там отсыпали, засыпали, там что-то корчевали. Там еще выемку, в общем, делают. Еще до асфальта там не докопались, чтобы асфальт ложить. Что раньше тут были горы покруче. И гравийка, это вся дорога была. Так, давай как-то поактивнее заруливай в магазин. Так, это тренировочный участок. Вот это вот вообще непонятно, что это происходит. Была дорога, раз куска нету. Ну возьмите сразу, положите асфальт, я не знаю. Но у нас как-то разнесены эти работы с укладкой асфальта и основы для асфальта. На годы просто разнесены. Сначала будем ездить по гравийке года 2, укатывать типа ее, потом может асфальт положит. Так, ну ладно, я сейчас кусочком засниму, что тут происходит. Ну кто с Соловьевска, ну что, кто давно не был. Там как бы все на месте. Там он универмаг был, проезжали. Мне там батя, как раз мы в Ри с ним поехали, он мне купил фотоаппарат смена 8М там. Он что-то стоил рублей 8, что-то такое, наверное. А потом фотоувеличитель для него за 40 покупали. Ну, чтобы проявлять там все это, химичить. Да, как-то даже печатали все это дело. Сейчас попроще с этим. Все, счастливого пути. Соловьевск мы покинули. Но ладно, включусь там, покажу вам на ремонте, что происходит. Вот король дорог. Уф. На всех парусах. Ну, чтоб нам дышалось легче. Ну, Америка меня вроде как пропускал, но я не стал, щемиться, потому что я тоже медленно еду. Сейчас будем трясогуситься. Где-то в районе 30 километров здесь это все дело. Да, нужен дождь слегонца, чтобы пыль такая будет. Сейчас машина будет вся. Фильтр только поменял. Сейчас после этого участка надо будет заново это делать, наверное. Так, надо было Америку как бы подотпустить, вроде бы тоже с точки зрения наличия пыли. Ну, он точно не обгонять. Так, скорость 25, это нам час тут ехать, где-то больше часа по такой дороге. Прикольно, да. А раньше как бы вот такая она вся была просто, вся вот такая дорога. Ну, возле Тынды там с советских времен кусок асфальта был. И потом возле Нерингри кусочек, возле Хатымей кусочек, и возле Алдана до Тамота там. А все остальное вот так вот. Ну, как бы по принципу больше скорость, меньше ям. Можно, конечно, тут тоже ехать. Ну, что-то мне машину жалко. Плюс камни там лететь будут там. Не знаю, я лучше предпочитаю, в общем, в таком стиле лучше проехать, чем... Оно может там 60 поедешь, оно как бы так, помягче машина идет. Но тут все равно сейчас будет съезды, заезды. То есть это не просто, как гравийка прямолинейная. Это ж мы по стройке движемся. Можно, в принципе, остановиться, всех пропустить и не дышать вот этой пылью. У меня сзади пацаны с Орды едут.
кажется, как-то. Вот эти камни, видите, стоят прямо. Острые. Короче, так себе движуха. Надо, наверное, остановиться. Я вот сейчас где-нибудь пошире будет. Я тормозну, пусть все уедут, потому что, ну, все равно ехать, а смысл ехать в этой куче пыли, короче. Сейчас на расширение где-нибудь. Короче, рассредоточиться по местности. Ну ладно, съемка затянулась, короче. Дорога кайф. Давайте, в общем, посниму дальше там на ремонте, именно где техника работает. Так, вот тут участок начался уже получше. Пыли поменьше просто. Это вот тут золото, видите, рыли. Отработанная порода. Тут драги как-то в советское время даже здесь были. Все, уже туда вдоль и поперек эти речки, ручьи. Промытые. Ну, дорога вот типа пыли меньше, уже радости больше. И вот лежат камушки, прям видно, ну такие прям есть треугольные такие, я даже не знаю, с острыми краешками. Так может удачно попасть под колесо и зайти. Есть тут такой прикол, короче. Ну, в общем, такая тоже тут дорога есть. Дальше включу, там будет, где именно выемку копать, там тоже. Там еще и на подъем по такой ехать. Если подождю, так можно и без колес остаться, побуксуешь, если там. Все, ладно, дальше включу что-нибудь. Так, а тут у нас третий вид покрытия. Просто белого, та же самая фигня, только белого цвета. Не знаю, откуда-то издалека, наверное, завезли. Что-то тут так вокруг такого белого нет щебня. Видно, супер какой-то. Супер самоукатывающийся. Будем ездить, потом асфальт получится. Наверное. Так, Америка, что-то вообще не знаю, как быть мне. Ладно, поеду, объеду. Что-то он жмется, я не знаю. Понеслись. Он по телефону разговаривает, видно, и у него скорость падает. А я вскрылся в точку крупную и напылил ему в открытое окно. Короче, кому напакостить надо, обращайтесь. Все, поехал. Но тут все равно трясись, не трясись, количество встрясок, оно одинаковое. Ну, количество ям, я имею в виду. Так что можно попробовать как отвалить. Ну, резина будет страдать просто при большой скорости. Скорее всего, будет что-нибудь подкидывать, переворачивать камушки всякие. А так едешь, так переминаешься. Короче, ну, теория такая, в общем. Все, Америка отставай. Ну и тут, блин, конечно, жестковато Volvo, конечно. Так-то особо тут ям-то. Она даже, ну, вроде при медленной скорости, но не получается у нее проходить их мягко. У нее какой-то расколбас. Она, наверное, уже захотела домой, на родину. Типа, это мы куда опять? Ну, извиняйте, санкции теперь даже и назад не отправишь. Ни назад, ни вперед. Ну, в общем, вот так вот. Нормальная, в принципе, дорога. Чуть средняя, просто низкая.
Главное не нервничать, красться. Вот эти кусты фиолетовые. Как я раньше что-то не обращал на них внимания. Так, там кирпитон лежит. Мимо прокатился я. Как раз под прицепные. Ну, как-то вот видите, вот какая местность тут. А в прошлом году было похуже. Там, где Альдогой выемку делали, там были заезды. И там, получается, вы вот с такой вот насыпи высоты съезжаете резко. Это я на механику включился, короче, и забыл. На 7-й еду. Она уже аж обороты упали. И вот такие прямо заезды, съезды, там капец. Дождь пройдет, там люди шлифовали резину, драли там. Ну а в том году осенью открыли этот участок, я, получается, не попал на этот аттракцион. Ну вот оно, видите, сейчас тут мельче фракция, там дальше, видите, побольше. Какие-то кирпичи уже. В общем, такие дела тут. Это же удовольствие просто. За рулем, вон они, видите, какие острые. Все, мне кажется, все, минус колеса. Блин, ну не знаю, как-то подровнять. Или надо было по встречке ехать. Что-то, по-моему, зашипело. Не, ну по машине у меня напишет, как бы, если давление. Ну, это не должно проткнуть, по идее. Ну, просто такие какие-то глубокие порезы может задевать. Как у меня на прицепных там есть такие сбоку прям, ну, нормальные. Там даже потом в эти порезы камушки мелкие залазят. Начинает набиваться в них. Ну, так в целом-то что, нормально, если до Якутска хотя бы 1100 вот так вот было. То можно было, конечно, это получается комплект резины туда, комплект резины обратно. Ну или покупать, которая, не знаю, есть для карьеров там такая зубастая. Ну, а тоже здесь много не ходит по этим кирпичам. Ну, все равно покрепче будет. Потому что вот это вот, которые Мишлены все эти, все они такие мягкие, типа там на морозе там не дубеют. Ну, здесь их камушками подчикает, скорее всего. А такая резина, которая, типа, вы говорите, там вот Мишлен 500 тысяч проходит. Если у вас он 450 уже прошел, то лучше не надо пытаться тут на нем пройти последние 1000. Что, скорее всего, его как раз и насквозь и проткнет такой. Ну, тут кафешка, кстати, да, есть. Можно остановиться. Я, наверное, остановлюсь сейчас, кстати, да. Сейчас вот получается до кафешки. Там мы проехали там всего километров 15, а видео на час будет. Если оно пишется, кстати, да, то я что-то сижу. А вот тут видите, какой кусок. Болото какое-то. И вот в таких местах может у вас залезть камень между колес. Когда есть просадочка. Раз, и между колес ведущих на ведущей оси заскочит. И все, и пожует потихонечку их. Потом бабах. И все. Так, а как тут заехать, я не знаю. Вдруг эта дорога в один конец. Что-то я очкую. Что-то я очкую тут. А, нет, вообще есть проезд, зря очковал, ну ладно. Покрались дальше. Можно, конечно, тут посреди дороги встать. Никому не мешаю. В магазин сбегать чисто. Да, вот сейчас прижмусь тут, я думаю, меня объедут же народ. Трафик такой не сильно большой. Заодно колеса гляну, что с ними там случилось. И в кафешку сбегаю.
Просто у меня вода подзакончилась. Я что-то на расслабоне как-то на заправке заправлялся. Все хотел купить и не купил. Ладно, давайте дальше засниму. Там дальше, видно, что-то ровное начинается. Все, давайте. Все, приехали. Что-то перекрыли тут дорогу, в общем. Зашел в кафешку, в общем, там чуть-чуть перекусил на всякие пожарные. Тут вот впереди меня 3 трала, кран везут и противовесы от него. Кран такой, блин, хороший прямо. Ну, видите, какая отсыпка. Вот. И впереди. Просто куча, надо как-то, блин, подобрулить это все дело потом. Кайф и драйв, в общем. Колеса вроде пока живые. Короче, ну это, наверное, взрывники, мне что-то кажется. Сейчас, наверное, взрывать будут. Сейчас кирпичи еще прилетят. Ладно, давайте, сидим в засаде. Так, короче, стоим дальше. Ждем взрыва, скорее всего, потому что на КамАЗе там значок опасные, грузы там, комары тут на съемку ломятся. Ну, дорога, видите, камни какие. Какой-нибудь неудачно расположенный камень, и колесо может быть пострадать. А тут вообще кусок какой-то, я не знаю, провал. Объехать, заехать надо как-нибудь. Что, блин, по такому ездить как бы неохота. Ну, в общем, стоим, ждем. На улице тепло, 25. Ну, дорогу, это так типа объезд какой-то, а дорога вот основная. Сыпят. Такие остренькие вот эти вот. Ну, они как раз это один под один, там другой затолкает. В общем, такие дела. В засаде, в общем, 3 трала впереди, огромный кран везут и противовесы. А вот КамАЗ уехал, тронулись. Ну, лучше ничего не взорвали, просто постояли. Ладно, едем дальше, в общем. Вот движуха. Видимость по нулям. Ну, это просто накопилась очередь, просто так. Все в пыли аж. Очередь собралась просто. Блин, ну мне, конечно, с травами на обоих. Еще была мысль постоять, конечно, но... Ну, уже все. Тут теперь не будешь же стоять. Красться будем сейчас. Вот они, видите, выемку делают, чтобы попроще было. Там он. Какие булаганы. Блин, что в натуре остановимся. Третья, вторая. Тут как бы на подъем еще и все в кучу, и нормально, в общем. Массовое мероприятие. Еще расход топлива 246, 256, 260 литров. Ну, если мы будем ехать все время. Так, там летит кто-то, я тут камни проезжаю, выпали от кого-то. Ну, видите, на остренькие такие валяются, как прям пирамидкой такой, и острым вверх. Ну, вот можно такую насадить. Не, ну скорее, конечно, от колеса он там изменит свое положение, но факт в том, что колеса это не любят. Такой движняк. Тут, видите, такое
столпотворение. Кто куда. А на Магадан дорога, она вот вся вот такая. Вот, получается, там 2000 там с копейками до Магадана, и там только перед Магаданом чуть-чуть асфальта. Ну, поначалу там по песочку вы едете. Где-то до Теплого Ключа, наверное, до Этикёля. Такая песок, как бы там в основном. Там как-то гравия нету нигде. Там песок, когда дожди, там что-нибудь еще, колея начинается на дороге. Вот, теперь спуск у нас еще, елки-палки. Жесть, короче. Сзади меня никого, я просто последний, по-моему. Чуть-чуть отпустить просто их, чтобы это... В общем... А потом скальник начинается, да. Ладно, а тут опять дофигища видео будет. Тут-то ништяк вообще, конечно, хочется все заснять. Но кто будет смотреть 8 часов про то, как я проезжал 30 километров. Давайте, удачи всем. Да ладно, чуть-чуть сниму. Вот эта новая дорога будет. Ну, вот ее срежут здесь, выемку еще там им много копать надо, чтобы в уровень выйти. А мы вот по горе, тут 4,5 километра спуск у нас, блин. Что это такое? Непонятка какая-то, с горняком с этим. Он, получается, когда медленно, он все время стремится нижнюю воткнуть. И не едет на постоянной скорости, получается. Ну, едь там где на оборотах, да и все. А он тык-пык там что-то. А быстрее неохота ехать. А он на 5-й останавливается. А на 6-й будет катиться быстро. Ну, в общем, такие дела тут. Тут еще делов вода на 2, наверное. Так, ладно, давай ускоряйся, что ли, тогда, я не знаю. А сейчас понесся куда-то. Да, на маленьких скоростях оно хорошо, горняк, идешь, обороты, скорость, инерция, все придерживает. А тут он, получается, останавливает машину просто, и все. А тут уже не останавливает, а притормаживать неохота. А 3-ю горняка. В общем, вот такие дела. Ладно. Окно грязное, пыльно. Отличное видео получается. Давайте. Дымишь сильно. Потому что, наверное, или что? Ну я не вижу, но помимо пыли еще дым. Пожар, если бы тебя выхлопная не набрала, значит, колесо смотри. Сань, догоняй, я хуй даже, блядь, остановиться не смогу, блядь. Сейчас тушить, наверное, надо будет. Но у меня-то и воды особо нету. Ну, в принципе, пыль. Ну, как он увидел, что там дым, вроде пыль. Хотя запах. Это тоже вроде нету никакого запаха. Такие вот дорожки. Пыль столбом. Трал тяжелый, конечно, там кран на нем, я не знаю, он весит тонн 80, наверное. Тут парни трубу возят. Вторая нитка газопровода Сила Сибири. Да, мрак полный. Это мы еще, я не знаю, сколько проехали.
Кайфуем, блин. Да не, вроде паленым не воняет, если бы горело бы. У него уж сначала бы горело бы колодки там что-нибудь перед тем, как загореться там прямо. Вроде не. Эти целые, блядь, ну хули если, блядь, я тебе говорил, что с тормозами нам. Конечно, гореть будешь, блядь. А нет, сейчас вроде нету, блядь. Хуй знает, я вроде тоже, блядь, не чувствую, вроде нормальные накаты, все у меня. Ну, запаха нету никакого вроде бы. Ну, надо посмотреть, если что. 80. Просто если у него там какие-то проблемы, да, вот так с тормозами, с таким весом, сейчас будут перевалы эти. Ну, Альдогой, ладно, там затяжной, сейчас его срезали, а будет Лапри, там вообще, ну, как бы уклон 10% и километра 4-5, наверное, идти надо с поворотами. А у него такой вес, что это просто там на третий, наверное, на третий со всеми горняками, ретардами. Раскатки запрещены. Ну тут вот прямо вообще отличная дорога. Уже галышами, видите, не скальником, а ПГСом этим отсыпано. Галыши как бы так получше. Это мы уже не знаю сколько едем. Я уже от кафе еду 32 минуты, а проехал километров 6. Это, ну, не считает, что я стоял, я еще плюс простоял там. Он на молотках считает. Пыль столбом, короче, я подотстал от них, чтобы, ну, прям совсем в машине было чем дышать, короче. Ладно, едем дальше, в общем. Так что вот Деремун проезжали, должно получиться вот так. Выемка, все, а то там вот объезжаем вокруг. Конечный результат тут готов. Вот так показал для контраста. Вот яркий пример: спуск, и посреди спуска вот это вот. На только, а тут царь налить, видите? Вся на месте. На улице плюс 25 днем было. Как нарастало всю зиму. Так, ну что, вечереет уже, не знаю, куда доеду. Буду по темному ехать, может, до Лапри куда-нибудь. Еще до Тынды не доехал. Короче, от кафе, от того 2 часа проехал, и километров, наверное, 80, может. Ну, потихоньку крадемся. Вот дорога тут. Ну, как там асфальт был немножко. И тут вот опять. Ну, написано 11 с чем-то километров. Короче, потихоньку пылю. Лес такой уже стал, видите, понарядней. Лиственницы, иголки уже распускаться начали. О, КамАЗ не дал мне. Лишил, короче, маневра. Хотел объехать. Такой прям кирпидон там торчал. Ну, в общем так, до общего представления, вот эта дорога, это раньше считалась вообще ништяк. Вот она и есть старая дорога, это еще в широком ее уже порасширенная, а то было еще уже. Ну, совсем давно, я имею в виду. Короче, солнце садится, завтра буду что-нибудь уже. Не знаю, как там получится. Ну, по настроению посмотрю сейчас Тынду. Проеду, как там, добегу до Лапри. Если совсем поздно будет, то, наверное, там буду. А с утра уже буду на Якутию заходить. Там от Лапри на подъем и граница с Якутией. В общем, такие дела. Кайфуем дальше. Все, до завтра тогда. Новая серия будет, наверное, завтра. Да, вот тоже. Это не конец, в общем, все. Вот прикольный вид тоже. Пыль столбом, солнце светит, видимость 0.
Плюс комары на стекле. Сейчас хоп в тенек и нормально. Это легковушка просто обогнала, напылила. А так, в принципе, машин мало. От слова очень мало. Это мы там толпой собрались, когда ждали там что-то. А так вообще движения нету. Но сказали, очередь уже на паром есть. Что-то там 150 тысяч переправа сейчас стоит. Типа потому что лед еще не убежал, какой-то один паром там. Ну, все надеются, что 2-3 дня еще. Ну, я, как бы мне сказали, вот сегодня не торопись, я опять не тороплюсь. Сейчас доеду до Лапри, от Лапри это получается еще почти 1000, наверное. Ну, чуть меньше 1000 еще ехать, так что ты за сутки даже не дойдешь. Там он еще лед, видите, наледи все еще не оттаяли. Реки везде во льду еще. Реки, наледи все эти. В общем, такие тут расклады. В общем. Сюда, конечно, надо такая техника. Ну, на ней же не будешь, получается, там взять какой-нибудь в односкатной ошиновке, полноприводная. Ну, на ней в Москву не поедешь. Поэтому на этой приходится вот тут прокрадываться. Такие дела. А только разгоняешься, оно как-то в резонанс попадает, наоборот, еще больше трясти начинает, потому что тут такие рельефы, то стиральная доска, то еще что-нибудь. В резонанс попало, надо сбавлять. Ладно, все, удачи всем на дорогах. Приезжайте в Якутию, покайфуйте тут. Все, удачи. Да, тут такое место, вот едешь, и вот эти мокрые пятна, это не дождь проходил, это, ну, именно ключи, роднички там всякие. Видите, тут потом хоть шо ложи, асфальт, хоть что. Оно такие плывуны, потому что родник выходит из земли, короче, в этом месте. Ну, вот тоже, видите, идет насыщение влагой, и все. И там асфальт, бетон, что хочешь делай. Оно все это перекорежит через время. Так, ну что-то я не знаю, с 11 километрами вот знак стоит, это капитальный ремонт. Ни одной единицы техники тут нету. Только кто-то быковал, тут деревья поломал. Ну да, вот такой же знак был с той стороны. Типа, тут нормально все, а это капитальный ремонт. Теперь все, выехали на нормальную дорогу. Видите, роднички прямо. Оп. И такое оно потом, тяжелый кто-нибудь проедет, хоп, колея. Ну, на эту стиральную доску попадает. Не знаю, еще сколько. Карту можно включить. Где я там еду? По-моему, еще далековато до Тынды. Чик-чик, Тында. Недалековато. Масштаб примерно 2 километра. 2, 4, 6, 8, ну, километров 12-15, короче, до Тынды еще. Ну, скоро асфальт должен быть, наверное, я думаю, вот там где-то в конце прямой. Родники, вы мои родники. Они ждут, когда они сильно сейчас не сочатся, как бы. Ждут, пока асфальт положат, а они тогда как дадут напора. Ну,
гребенка, не знаю, я не хочу пробовать там типа 50 поехать, да, но бывает, ну, типа вот тут трясет, скорости добавил, оно как-то, ну, тут вечно канавы, ты что-нибудь валяется, ты это уже протрясусь потихоньку. Такими темпами просто 2 суток, и все, и вы на месте. Ай. Ну, он меня догоняет, какая-то банда там. Ну это не пойму, что это, но сейчас обгонят, пойму. В общем, вечерело, а это мы по Амурской области катим, это еще не Якутия. Ну, в Якутии то же самое, только не знаю, что там, только там горы покруче, наверное, и все. Хотя тут Альдагой был, это тоже себе такой был серпантин с, ну как тещиные языки, узкий. Там вот эти травы, которые ехали передо мной, они бы по старому Альдагою прямо бы, наверное, вспотели там. Там даже были, как там я ехал, что просто он, ну, там узко как бы, и как тещин язык, он просто не попадает в радиус, и все, он уже там чуть ли не по лесу едет, и у него прицеп, колеса срезают, и, ну, в эту, как в подкову попадают, и все, и они там, эпопея начинается, зад краном, ну, из кювета достают, ставят на дорогу за ним. А по-другому как? Он его не может протащить. Так, вот это вот понеслись куда-то. Я вроде как страшная дева, короче, так с горы. Я так вроде и придерживаю, а он куда-то там, что-то там. Ну да, скорость 35. А тут уже кажется, что куда больше. Да, еще так ночью, наверное, даже попроще ехать по такой гравийке. Оно светом, ну, как бы тени, где больше, где меньше, видно хотя бы, ну, ямы эти. На легковой даже сидишь, и то лучше видно, как бы, ну, смотришь. А тут сверху, получается, как бы все ровно, а машина скачет. О, вот Volvo. Видишь? Раз. Тройка ДВ. Ну, это местная, получается, он уже знает, что скоро продавать машину, наверное, поэтому так решил. Не, а может и, я же говорю, что может и нет этого резонанса, и нормально едет. Так, это я что-то начал обруливать болт и ушел с траектории. Вот какие-то железяки начали валяться. Ну, тут просто по такой тряске некоторые машины начинают разбираться. А колеса не хотелось бы ничего делать с ними. Уже и вечер, как бы, и шинок тут, я не знаю, где они тут шинки. Ну, где-то есть, наверное, в Тынде. Ну, надо будет сейчас до асфальта доехать, остановиться, хоть машину посмотреть, послушать. Ладно, в общем, пылим дальше, не знаю уже. Опять видео на час вылезет. Терпите, короче. Все сами просили, чтобы все поподробнее. Просто второй раз поедешь, если и что делать. Просто выйдет такое видео, был в Якутии, смотрите предыдущие серии. Примерно так. Ну все, вот асфальт, я так понимаю. Или я неправильно понимаю? Ну, вроде пыль не идет с этого. Ладно, все, удачи всем. Короче, обогнали мне какие-то 2 газели. Может, это за них говорили, что кто-то там едет на газелях в Якутск тоже. Ну, одна, ну, короче, 2 газели. Одна с этими номерами челябинскими, а вторая что-то не помню уже. И вот опять это дорожка. То, кстати, был не асфальт на видео, то был просто водой политой гравийка. Они там работают на участке, чтобы им пыль не пылила. Вот так, вот так, вот так, вот так вот, вот так вот.
Короче, ну, работа кипит, короче. Что-то, наверное, стройка в асфальт потом превратится вся дорога, я думаю. Работают, в общем. Тут прямо видно, что работают. Что техники прямо. Так, а я вот так вот раз вильну, колеса посмотрел. И сюда, оп, колеса посмотрел. Ну, никого нету просто. Потихоньку, когда скорость небольшая именно. Ой. Ладно, все это. Теперь все, наверное, точно. Это уже темно скоро будет. Хотя Тынду, ну, Тында потом, может, на обратном пути. Кто не был. Там по центральной улице, считай, почти проезжаем и все. Все, давайте, удачи. Вот про что говорил. Видишь, смотрю, колеса вышел. Ну, тут такая природа, закат. Красиво, тепло. И вот она, пожалуйста, видите? Вот залез камень. Просто в корт. Надо выковыривать, пока не раз еще какой-нибудь другой камень его придавит. И хана. Сейчас буду ковырять, короче. Это я так чисто что увидел. Ну, это мелочь, в принципе. Но тоже она набивается, другим камнем поддавливается. Этот уже начал куда-то внедряться. Он их там. А этот я не знаю. Видите? Хоп, один. Он, наверное, сломался или что с ним случилось. И дальше туда залез. Короче, минус. Ну, наверное, не минус колесо, но он так. Он, видите, какой остренький. Вот, пожалуйста. Скальник заходит как по маслу. Что-то есть еще-то. Сейчас дырку проковыряю. Ну, вроде нету, не знаю. Нормальная дырка. Это видно вот. Нет, что-то еще сидит. Или это я уже корт ковыряю. А, вот он еще. Остатки. Ну так, в принципе, сбоку залез. Как бы там плотный корт, наверное. Ну, вот так вот надо посматривать, чтобы... Показалось, шипит, что-то не шипит. Конечно, послушать бы РФ заглушить, но я его не глушил. По идее, вот такие дела. Ладно, катим дальше. Куда-нибудь Тынду проеду, там где-нибудь надо будет постоять. Всем удачи.